Дополнительная вакцинация в 2 тура направлена на иммунизацию всех детей целевой группы, независимо от ранее проведенных прививок против полиомиелита. Целью иммунизации детей против полиомиелита является обеспечение высокого уровня популяционного иммунитета против данной инфекции для предотвращения распространения полиовирусов на территории страны. Симптомы полиомиелита зачастую схожи с ОРВИ, рассказывает участковый педиатр Карабулакской поликлиники. Чаще всего полиомиелит протекает в легкой форме. И инкубационный период, то есть предпосылки в течение 5 дней. Через 5 дней развиваются первые симптомы. Если легкая форма протекает в течение 3 дней с легким недомоганием, с симптомами ОРВИ, улучшение через 3 дня наступает. И чаще всего мы можем не распознать полиомиелит. Насторожить родителей должно, если ребенок отказывается опираться на ножки. Если ребенок ходячий, то есть он плохо начинает опираться на ножки, начинает прихрамывать, или же вообще отказывается ходить. Ребенок, который до сих пор ходил, он отказывается ходить. При тяжелой форме поливирус поражает спинной мозг. Для того, чтобы создать надежный коллективный иммунитет, необходимо вакцинировать не менее 95% детей. Идет поражение центральной нервной системы. В таких случаях идет поражение ЦНС с парезами и параличами. Это более тяжелая форма. Только в 10% случаев бывает тяжелая форма. Температура, общее состояние и все остальные показатели в норме, а значит, мальчик отправляется в прививочный кабинет. Процедура, конечно, не из приятных, но боль и дискомфортные ощущения быстро проходят. После укола детей угощают сладостями. Вот и весь процесс. Второй тур дополнительной иммунизации против полиомиелита проходит в нашем регионе с 3 по 9 апреля. Итог второго тура мы пока сказать не можем, он у нас заканчивается 9 числа. Первый тур закончился месяц назад. Вот мы месяц подождали после первого тура и начали второй тур. В первом туре у нас было запланировано около 5000 детей. Из них 93% нам удалось сделать вакцинацию. В данный момент у нас еще идет почищающая вакцинация против кори. Для наших жителей не секрет, что активно сейчас идет заболевание кори в нашей республике, поэтому и взрослое население, и детское население, мы в этом плане тоже сейчас делаем свою работу. У нас есть по полиомиелиту инактивированная вакцина, называется Пентаксим, очень хорошая французская вакцина в составе 5 компонентов, и живая оральная вакцина тоже по полиомиелиту. Прививочные кабинеты во всех ФАПах, амбулаториях и поликлиниках работают без выходных с 8 утра до 8 вечера. Также функционируют выездные бригады. У нас в школах, садах есть свои свои бригады в составе врача и медсестер. В садах есть бригады в составе врача и медсестер. И участковые врачи бригадами выезжают на свою территорию. То есть сейчас у нас вторая смена, не вся еще вернулась с участка. Первый уже на участке, вторая должна быть. Родители, которые не могут приехать, далеко живут, нет транспорта. Заранее их согласовывают день, когда приедут, делают на дому или же приходят сюда. Стоит помнить, что подвержены заражению полиомиелита дети до 7 лет и люди с ослабленным иммунитетом. Поэтому при обнаружении у ребенка вышеописанных симптомов следует незамедлительно обратиться в поликлинику. Адам Мережков, Ахмед Горбаков, Новости 24.